Хочу показать, как правильно засолить язя. Во-первых, ни в коем разе нельзя чешую соскабливать. Это во-первых. Во-вторых, кровь не вымывается. Все остается внутри. Мог бы и приблизить. Кровь всегда должна. Чтобы рассол должен быть красный. Обычно как засаливается? Слой рыбы, слой соли. Слой рыбы, слой соли. Где-то вот на ведро, где-то полкилограмма соли примерно идется. Вот это ведро было уже полное, это полное. Теперь все это я засаливаю в одно ведро. Плотно закупориваю, чтобы было в рассоле. И оно должно солиться, ну, как минимум месяц. Тогда рыба, мясо, язя становится красного цвета за счет того, что она с кровью засолена. А за счет того, что там рассол, оно обязательно должно быть в леднике. Если в тепле, в холодильнике там или еще где-нибудь, рыба испортится. А в леднике как раз там температура +1, потому что кругом снег, лед. Рыба вот ледяная, я сейчас вот занес ледника, у меня же руки сводит. Она, рыба, не портится, она только, как получается, доходит, впитывает в себя кровь, а чешуя дает свой, как сказать, привкус это рассолу. Без чешуи и без крови рыба будет, ну, можно сказать, испорчена. Того аромата язя уже не будет. Вот. Рассол обязательно заливаем сюда. Рыба обязательно должна быть в рассоле, чтобы рассол. И под гнет можно вот тарелочку и камушек. Но вот с этими ведрами очень удобно, так как крышки плотно закрываются, оно получается и так как гнет. Так, у нас немножко не хватает. Сейчас мы доложим еще отсюда. Самый первый засол. Так вот. И опять же в ледник. Через, ну, можно недели через 3 доставать, она уже будет готова. И делай с ней что хочешь. Хочешь ты вяль ее, хочешь копти, хочешь ешь соленый. Вкус будет просто обалденный. Если просто подсолить и в морозилку кинуть, это не то. Я еще раз повторюсь, должен дойти. Вот. Прижимаем. Так вот, чтобы... Если рыбы мало, сюда ложим камень. А так как рыбы достаточно, мы просто прижимаем крышкой. Вот два хорюшка вчерашних. Их свежепросольными сейчас едим. Вон. За счет того, что вот ведро плотно закрывается, оно получается как гнет. Оно прижимает, рассол выталкивает, доступ кислорода к рыбе. Нет доступа кислорода и в леднике. Теперь эта рыба через недели 3, через месяц будет вот такая вот. Главное не пересолить. Если пересолить, рыба будет деревянная. Не досолить, ну, испортится. Хотя на леднике то не испортится. А вот полкилограмма рыбы на 10 полкилограмма соли на 10 килограмм рыбы, это самое то. Самая хорошая пропорция. Недели через 3 мы попробуем. Вот такая вот вкуснятина будет. Все, пока. Друзья, привет еще раз. Сегодня у нас 8 августа. А та съемка была 30 июня. Значит, у нас прошло 38 дней с момента засолки. Хочу вам показать, как доходит рыба-язь. Как она доходит до
просто засолил, съел, а как она должна быть. Вот здесь сверху немного рассола не хватило, а здесь немного оно... Вон, рассол, обратите внимание, рассол красный. Рассол красный. Сейчас я вам покажу, во что превратилось мясо язя. Кто говорит, ясь там, что вы с язем делаете, ясь там вообще какашка невкусная. Вон. Красная. Никакого постороннего запаха. Вообще обалденно. Это вот как солонина. Кто ел солонину лосиную, соленое мясо, чем-то даже напоминает отдаленно. Вот. Рыба форму сохранила великолепно. Она все готовая. Сейчас мы еще после съемки посмотрим ледник. Вот я вам покажу. Хочу показать, какое стало мясо язя. Рыба надо было, конечно, на шкуре сначала. Вон. Оно красное все. Чем не красная рыба? Кости вот отходят хорошо. Очень удобно чистить при еде. Можно прямо вот так вот раз взять, даже вот сейчас вот. Кости отошли, рыба мягонькая. Но в то же время она ничем не пахнет и не сильно соленая. Она малосольно получается. В леднике она сохраняется обалденно. На вкус, я вам скажу, друзья, на вкус. Это что-то с чем-то. С картошечкой. Вообще. Кто не верит, проверьте сами. И вы тогда убедитесь сами, что язь далеко не сорная рыба. Это одна из вкуснейших рыб, если ее правильно засолить. Еще раз повторюсь. Обязательное условие. Чешую не снимаем. Кровь не вымываем. Рассол будет вот такого красного цвета. И, естественно, мясо тоже будет красного цвета. Если вымыть кровь, он покрупнее, он. Оно просто обалденное мясо получается. Теперь можно вот эту рыбу в пакетик, плотный пакетик без воздуха, и в морозильник. Замораживаешь, всю зиму можно. Достал, съел. Перед едой чешую почистил, съел. Можно подвялить, подкоптить. Можно с этой рыбой сейчас делать все, что угодно. Она дошла. Ну, как коньяк в бочках созревает, так эта рыба созрела. Попробуйте. И вы сами убедитесь, что язь — это вот такая вот вкуснейшая рыба. Все, пока. Винтик. Так, друзья, вот это наш погреб. Делал еще его отец. Яма прогнила, рухнула 2 года назад. Я сам ее поменял. Теперь она новенькая. Немного усовершенствовал. Если что будет видно, не знаю. О, червяк. Червяк. Так, ты иди гуляй, ты нам не нужен. Вот такая яма. Старый погреб был вот здесь вот. Небольшое отверстие квадратное было в углу. И тут вся яма была. Было очень неудобно. То есть ни ведра поставить, ни фляги, ни снег раскидывать. Я сделал немного по-другому. Когда менял полностью сруб, яму сделал посередине. И подлиннее. Теперь очень удобно и снег закидывать, лед. И налево-право можно ведра, фляги ставить. Нормально, все очень удобно стало. Весной, перед тем как снег растаял, он стал шершавый. Мы с Ромкой закидали его сюда. Ну, не доверху, а он так где-то был, но чтобы ведра лезли здесь. Вон, налево, направо, тут вот ведра, фляги. Вон еще место осталось, можно еще раз, два, три, четыре. Ну,
когда мы? В начале мая, да, где-то 1 мая закидали. Да, вроде бы. С мая месяца, вот за 2 с лишним месяца, получается, растаяло где-то сантиметров 40 только. До сентября это как минимум еще снег останется, так что рыба сохраняется вот такая вот. Все это мы оставляем здесь до лучших времен. Ну-ка, посветите. Здесь не видно, да? Дальше. Дай покажу до конца. Камеру дай. Фонарик дай. Вот такой вот у нас погребок. Вот тут у нас фляга. В снегу прямо закопана. Вот она растаяла, где фляга была в уровень со снегом. 50-литровая. Вон бачок. Ведра. Вот этот сруб я полностью поменял. Весной закидываю снегом. И всю зиму, все лето рыба, мясо, что угодно сохраняется вообще обалденно. Подтаивает, конечно, но до сентября сохраняется вообще суперски. Я вкуснее рыбы не ел, чем рыбу, которая дошла в леднике. Вот такой вот погреб у нас. Это я. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Теперь вы знаете, как солить язя. Какое бывает у него мясо вкусное, если его правильно засолить. До встречи на реке.